Алейкум, друзья, комрады, их ближайшие родственники и соседи на очередной вылазке, как партизаны, да, в лесу дремучем, сосновом, он таком красивом, хорошем, вот таком солнечным деньком. Попали мы сюда, не знаем куда, но мы здесь и в мыслях у нас, почему у нас? Потому что где-то здесь должен быть, вон он, комрад копает со мной сегодня. Вот. Ну, выскочили мы на коп. Помаши ручки, вас снимает открытая камера. Вот. Выехали мы, смотрим, ищем. Что найдем, то покажем. С обновка меня на лопату вот скинулся, купил новую нержавейку. Вот. Поля сейчас все посеяны, засеяны. Копать негде. Приходится вот в лесах бегать, партизанить. Ну что, друзья, если что найдем, покажем. Мы копаем во Франции по дорогам старых битв Наполеона и его команды. Надеемся найти что-нибудь такое, чтобы нас удивило, а вас поразило, как бы током. Вот такие дела. Окей. До новой, не до новой, а до находочки. Так, господа товарищи, первая находочка. Чуть-чуть лопатой, видать, я покоцал. Куда вошло? Римскую нашел. А вон хитуан, хаить. Сейчас попробуем почистить. Хала? Хитуан. На камеру хочу почистить. Первая монетка. Halt это Аурора. Наполеон? Да какой Наполеон? Самый старый монет в жизни. Халуячки старый. Вот и белый хахнусен. То. Это что-то. Детей он и. Он есть был. Он сам барзево, что гурс. На слепые глаза я не вижу. А у нас его тоже слепой? Да. Ее надо чистить, короче. Оба слепые. Но монета есть. Это римская монета, скорее всего. Хотя нет. Для римской она слишком легкая. Это из области франков, возможно. Ну, главное есть, поехали далее. Лес плоды свои дает. Первая монетка. Рады. Нашел, почистила специально для вас монетку малость. Это Луис. Видите, вот тут вот малость я ее лопаткой покоцал. Не малость, хорошо покоцал. Ну, теперь ниндзя, Луис. К сожалению, не всегда нам так везет. Монета стоит 1000 евро. У комрада ноги отваливаются. Завидует он мне, завидует. Бросил вон свой аппарат. Короче, не ищет ничего. Что ж вы А мы тут красота, тишина. Здесь главное, что понимаешь ли. А я это делаю. Монета. Красота. Ну что, продолжаем, да? По ходу, может быть, в следующем видео я расскажу про то, как это будет очередное, одно и то же видео, одно из видео,
про то, какие правила копа во Франции, когда выходишь на коп. Я уже много раз смотрел, мне постоянно переспрашивают, никто же не смотрит, надо сразу спросить. Вот такие дела. Расскажу я вам, как можно, где можно, почему можно и сколько нужно мне от этого. Да? Ты со мной согласен? Так что половину давайте. И ночи еще такое объявление. Эрдуэ хамер ирш олшвай. О инца мой WhatsApp группию, Zella группа ю, копатель, любитель добавлять долучивший номер в личку YouTube Хаквесна или она Facebook чеченцы в поисках клада в Европе ю я мою группу пишем туча аж я зя туча берша только копатели бу группу добавить беру добавить долучивый, так что иштал духшон шей сообщение ютурыш 3 وين أنا قال وردو ويا فيسبوك شو عدوه جروبين تاع زيلا شو тоже группа كلامه واتساب تاع ديك عوشة كديست والخز خواتش وخواتش صندوق أولش عوشة خام بيش كرينا عوشة جوتش يقش يقش мысленно شين لوچو номер юайтарыш со контакт яу со Facebook чуау так Подолшду подолшдук масумета любой чун суега с канал де кон канал де любой чун хаячен номер да Франция волчар я люблю Европе волчар это нормально сейчас долче метик бела хамби شيء انتريس العدو دوطه любой мет метик копати босс حجمتك ما بوس да جين دلا تعور مدو ميتش واش بلاتك شياتين باستي يو رجال لا داك متك بالقلب تاع قزح داخل مجر قالش العدو در خويا все в рамках закона только хата хеттин Хата хеттинди. Низам богом жоллар болу уштуктады ян. Патили наткнулись мы на защитный такой ров. Думаю, танк стоял. Короче, копнул я здесь. И вроде бы в подтверждение моей мысли нашел гильзы. Вот их очень много. Вот они. Гильзы. Гильзы бауль, вела, солнце. Гильзы бауль, вела. Гильзы. Вот тут валялись. Этот тоже сразу начал копать. Я думал, оружие нашел. Ну, сейчас найдем. Сейчас покажем. Оно где-то здесь есть, я знаю, есть. Сейчас найдем, покажем. Главное, вот, есть уже что-то. У меня вопрос к комрадам, знающим. У нас у нас вот такая вот штучка образовалась здесь. Это что-то самообразовавшее или людская работа. Видите, вроде какая-то. Вроде почва, вроде шифер какой-то. Непонятно, почему он слоями лежит. Вот тут он слоями вот лежит. Видите? Видите? И главное, по всему лесу находим. Если бы только тут было, вопрос не задавался бы, сказали бы, люди выкинули. А по всему лесу находим. И что это? Может, это какое-то такое сейчас камнеобразующее чудо такое, да, возможно. Чудо, да, такое камнеобразующее. Камень образовывается в лесу.
По всему лесу почему тогда? Может, на основании поставили? Какой-то шифер, короче, здесь непонятный. Ну, ямка, я как говорю, думаю, что это тут танк был, наверное. Камрад тоже говорит, где-то тоже видел такую ямочку. И сзади нас, сейчас не буду показывать, где сзади нас, такой замок стоит. Большой-большой. Короче, и скорее всего, или немцы здесь стояли, и у них здесь был такой отряд в засаде между селом. Тут недалеко село, а тут сзади вот здесь замок стоит, и здесь село. И между селом и замком стояли. А он там вот снова вот такое укрытие. И по лесу мы ходим, здесь видим, как бы окопы вырыты. Такие траншеи есть тоже. А тут, скорее всего, пулемет стоял, возможно, потому что я гильз уйма нашел. Вот. Сигналы повсюду, гильзовые вот эти. Вот такие дела. Продолжаю. Да вы гляньте, кого я зацепил тут. Жучок, носорог. Разбудил я его. Нехило. Нехило. Такое счастье. А? Ну-ка. Ну-ка, цап-царап сделай. Не. Вроде он в спячке был, или не знаю, что он в земле делал, если не спал. Короче, двигаться не хочет. Хорошо, что не убил я его случайно. Вот так вот, поехали. Бутылку вот с таким дном. Здесь, правда, сломана уже. К сожалению, батарея сдохнет. Вот такое дно глубокое. Первый раз за всю свою жизнь вижу такую бутылку. Вот в этой ямочке. А тут ямка такая, что тут опять-таки техника стояла. Вот. Короче, уже эта яма 4-я, по-моему. У нас тут 4-я яма. Продолжаем. У меня тут сигнал, походу, был. Попалась бутылка. Так, хочу показать вам позиции. Вот. Сейчас уходим, мы ничего не можем здесь найти. Вот. Все это траншея идет. Окопы были. Есть соединяющие, каждый окоп соединяется маленькой траншеей, через которую они пробегали. И вот это, где техника у них стояла. Все это как-то совмещалось, видать. И думаю, раньше тут лес, хотя, возможно, и лес был, но не такой густой, как сейчас. Потому что деревья, вот видите, лет по 50-60, может больше. Вот дорога вот здесь идет. И полностью, вот так вот полностью идет траншея. Полностью вон туда. Там танковая дорога была. Вот. А мы сейчас уходим дальше. В поле. Тут трудно искать. Не привыкшие мы к трудностям. Хотим все, чтобы нам преподнесли. Окей, продолжаем. Новая лопата. Это не сломается. Но выкопал я штучку земли. Знаешь что? Бывший автомобиль. Раритет. Да. Жалко, что не целый. Вот. Кузов. Вуаля. Поехали далее. В поле уехали мы.
Как раз хозяин попался. Монетка. Вот она, монетка, франки. 10 франков. Год 1900 какой-то. Лопатой я ее зацепил. Опять-таки. Окей, продолжаем. Батарея садится.